они пошли пошли по пути провозглашения культурно-национальной автономии. Сторонники культурной автономии или унитаристы были представлены в основном казанской делегацией. Их платформу озвучил осетин Ахметбек Цаликов. Из выступления Ахметбека Цаликова: федеративное устройство России может затормозить экономическое и культурное развитие страны. Расчленение России на отдельные автономии не разрешит национальную проблему мусульманских народов. Территориальная автономия – тормоз в развитии торгово-промышленной деятельности поволжских мусульман. Татарская торговая буржуазия довольно она занимала сильные позиции. Естественно, они не были заинтересованы, чтобы Россия была разделена на отдельные автономии. Им была нужна единая Россия, экстерриториальная автономия. И при том, естественно, татарские деятели учитывали дисперсное расселение татар. Тем не менее, федералисты одержали верх над унитаристами 446 голосами против 271. Главным итогом форума было то, что единое мусульманское движение окончательно раскололось на два лагеря. В работе съезда в составе туркестанской делегации принял участие тогда еще мало кому известный историк и журналист Ахмед Заки Валидов, работавший в мусульманской фракции последней 4-й Государственной Думы. Попытка казанских татар ограничить работу съезда рассмотрением проблем религии, просвещения, вопросов о муфтиях и шейхуль-исламах – все это побудило башкир принять решение о созыве своего Курултая в Оренбурге, чтобы обсудить вопрос о земле и национальной автономии. Ахмед Заки Валиди. Воспоминания. Башкирскую делегацию абсолютно не удовлетворила резолюция по земельному вопросу. Там был специально поставлен большой вопрос, это большая проблема, потому что земельный вопрос всех интересовал. И, кстати, председателем этого отдела земельного был как раз известный татарский деятель Гаяз Исхаков. И эта резолюция, она по существу автоматически отменила бы вотчинное право башкир. Потому что там речь шла об уравнительном землепользовании, никаких там земельных привилегий и т.д. и т.п. Ну, какие-то уступки были сделаны по отношению к киргизам, а о башкирах там вообще речь не шла. И это вызвало возмущение башкирских делегатов, и уже 9 числа они заявили о своем несогласии с этой резолюцией по аграрному вопросу, и было заявлено, что они образуют союз, бюро Союза башкирского народа, и сами будут для решения, там было сказано, земельного вопроса, в будущем они организуют свой съезд в Курултай. Вот так было заявлено. Вернувшись из Москвы в Оренбург, башкирские делегаты прошедшего съезда образовали Башкирское областное бюро, прообраз будущего башкирского правительства. Через 17 дней после Октябрьского переворота, уничтожившего власть Временного правительства, Башкирский областной совет «Шура» издает фарман номер 1. В связи с тем, что 25 октября 1917 года Временное правительство России свергнуто партией большевиков, в России начались междоусобные войны. Мы не большевики и не меньшевики, мы просто башкиры. Поэтому в дальнейшем башкирский народ и башкирские войска, а также стоящий во главе их всех Башкирский Центральный Совет ставит целью осуществления территориальной автономии и состоят членами Юго-Восточного Союза свободных национальностей. Оренбург, Караван-Сарай, 11 ноября 1917 года. Существовал так называемый Юго-Восточный Союз, это не только представители нерусской национальности, Юго-Восточный Союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степи называется. Этот союз, кстати, был образован еще 20 октября 1907 года на съезде, этот специальный съезд был созван в городе Владикавказе. Но это вполне понятно, потому что этот Юго-Восточный Союз на своем съезде он тоже принял решение о самоопределении. Ну, вы знаете, казачество оно всегда выступало так
за свою автономию, за свою самостоятельность. Так ведь вот это казачьи войска, у них были свои земли. Лидеры башкирского движения в казачестве видели как бы своих по этой причине естественных союзников. Как раз в эти дни проходили выборы в учредительное собрание. Победили эсеры, набравшие свыше 40% голосов, тогда как большевики получили всего лишь 24%. Более 16% набрали различные буржуазные партии, около 3% меньшевики. Еще более громким было поражение большевиков в Уфимской губернии, где электоральные предпочтения распределились следующим образом. Эсеры 65%, башкиры-федералисты 14%, большевики 5%, кадеты 1,4%. Результаты выборов никоим образом не устраивали большевиков, а все прекрасно знали, что они не те, кто умеет достойно проигрывать. События развивались стремительно. 14 ноября закончились выборы, а уже на следующий день казачий атаман Дутов захватывает Оренбург и выбивает оттуда большевиков. В этот же день Башкирский областной совет провозглашает автономию Башкортостана. Шариф Манатов и Ахмед Заки Валидов побывали у атамана Дутова. Казачий атаман высказался о своем благожелательном отношении к созданию автономного Башкортостана и публично объявил об этом перед своим штабом. Газета «Башкорт», 24 ноября 1917 года. «8 декабря 1917 года в Оренбурге открылся учредительный Курултай автономного Башкортостана. Башкирский Курултай принял ряд важнейших конституционных документов. Вот один из них. Положение об автономии Малой Башкирии. Башкирия составляет нераздельную часть государства российского и представляет собой автономно управляющуюся страну с наименованием Малой Башкирии. Несколько ранее Ахмед Заки Валидов составил карту предполагаемой Башкирской республики, территория которой была даже больше современной республики Башкортостан. Однако, понимая, что реализация автономии на этой обширной территории пока не представляется возможной, было решено временно удовольствоваться территорией так называемой Малой Башкирии. Ее территория была образована на базе башкирских властей – Оренбургской, Пермской и Самарской губернии. Так называемую Большую Башкирию предполагалось образовать за счет слияния Малой Башкирии с западной частью исторической Башкирии, входившей в состав Уфимской губернии. Ее реализация откладывалась на недалекое будущее. Органами управления автономной Башкирии являются Курултай, парламент, с правительством Башкирии, Кантонная дума с кантонным управлением, Волостное земское собрание с земской управой. Из призванных на действительную военную службу образуется Национальная башкирская армия всех родов оружия. Защита российского государства и автономной Башкирии является священной обязанностью любого гражданина, живущего на территории Башкирии. Одновременно с учредительным Курултаем автономного Башкортостана в Уфе проходил Милли Меджлис, то есть Национальное собрание культурно-национальной автономии мусульман внутренней России и Сибири. Это был последний вздох умирающего мусульманского движения. В условиях бурного процесса автономизации народов России лидеры движения Садри Максуди, Гаяс Исхаки, Хади Атласов по-прежнему произносили речи в поддержку унитарного устройства будущей России, что выглядело, мягко говоря, нелепо. Тогда, стремясь запрыгнуть в последний вагон уходящего локомотива истории, наиболее радикально настроенное крыло Милли Меджлиса во главе с Ильясом Алкиным настояло на принятии резолюции по проекту территориальной автономии двуединого штата Идель-Урал, проще говоря, Татаро-Башкирской республики. Что касается идеи вообще, тогда сначала был Урал-Волжский штат, потом Татаро-Башкирская республика, Заки Валиди и другие лидеры башкирского движения, у них отношение было сугубо негативное. Впрочем, ряд башкирских деятелей не исключал возможности согласования своих позиций со сторонниками штата Идель-Урал. Нужно придерживаться такой идеи: первоначально утвердить башкирский штат, а затем к Башкирии присоединить Казань. Тагир Имаков, газета «Курултай».
4 февраля 1918 года. Башкир начал дело своей территориальной автономии, а татарин, тептярь, мишарь, чуваш и черемис – все они, объединившись, доведут его до конца. Газета «Наш путь», 13 сентября 1918 года. Таким образом, поворот лидеров так называемого тюрко-татарского движения от унитаризма к федерализму явно запоздал, что привело к уходу башкирского движения в самостоятельное плавание. Однако мосты еще не были сожжены, и некоторые башкирские деятели всерьез рассматривали возможность объединения с движением тюрко-татар в русле борьбы за двуединый штат Идель-Урал, то есть Татаро-Башкирскую республику. Но время все расставило по своим местам, не считаясь с планами ни тех, ни других. Декабрь 1917 года был встречен населением Южного Урала по-разному. Оренбургские и уральские казаки во главе с атаманом Дутовым уже обозначили свою позицию, выбив 15 ноября 1917 года из Оренбурга большевиков. Население горных заводов Белорецка, Баймака, Златоуста и других, как авангард пролетарской революции, однозначно поддержало партию Ленина. Малоземельное крестьянство, соблазненное декретом о земле, также симпатизировало ей. Башкиры старались соблюдать объявленный ими нейтралитет, считая фактически начавшуюся гражданскую войну исключительно русским делом. Однако гражданская война не признает нейтралитетов, ибо ее логика заключена в формуле «кто не с нами, тот против нас». 22 ноября 1917 года газета «Правда» писала: Башкирский областной совет при поддержке Оренбургского мусульманского гарнизона объявил башкирскую территорию Оренбургской, Уфимской, Пермской, Самарской губернии автономной частью Российской Республики. Высший печатный орган большевиков ошибался. Мусульманский гарнизон, возглавляемый деятелем мусульманского военного шуро, военного крыла Милли-Меджлиса, высшего органа культурно-национальной автономии тюрко-татар, не собирался поддерживать провозглашение автономии Башкортостана. Напротив, в дни заседания учредительного Курултая командование первого мусульманского полка приказало разогнать башкирский съезд. Однако солдаты полка, в основном башкиры, избили своих офицеров и не допустили срыва учредительного Курултая автономного Башкортостана. Реализуя решение учредительного Курултая, башкирские деятели принялись создавать властные структуры на местах. Уже к началу 18 года на территории Оренбургской губернии возникают несколько башкирских кантонов – Тамьян-Катайский, Бурзян-Тангауровский, Усерганский и другие. Этому способствовало то, что Оренбургский край в это время был в руках антибольшевистских сил в лице казаков атамана Дутова, которые благосклонно относились к самоопределению башкир. Соседнюю Уфимскую губернию полностью контролировали большевики, и ни о каком самоопределении там пока не могло быть и речи. Тем временем изгнанные из Оренбурга большевики копили силы для решительного наступления на губернский центр. 18 января нового 1918 года казаки Дутова под напором отрядов Красной гвардии оставили город. Из Екатеринбурга сообщали в центр. Дутов, разбитый под Оренбургом, бежал в Верхнеуральск, где около него собралось 1008 всякого сброда. Башкирская буржуазия в тесном союзе с Дутовым пытается и готовится объявить автономию Башкирии и других местностей Урала. Носит вполне определенный антисоветский характер.
В то же время оно является более серьезной угрозой, нежели дутовская авантюра. Последнее, полученное нами